В инфекционном отделении проводится ремонт с декабря 2015 года. Он у нас еще продолжается. У нас есть еще тут работа. Нашей работе, да, конечно, были неудобства, но в основном мы всех принимали, кто обращался. Люди были все госпитализированы, которые нуждались в медикаментозном приеме препаратов, и все получили свое лечение. Конечно, были неудобства, понимают все, что это ремонт, как бы шум был, пыль была, ну, мы справились. Сделаны все палаты уже. 2 палаты мы сделали своими силами, но сейчас в данное время мы ищем спонсоров, чтобы привести их в надлежащий вид, потому что они как бы соответствуют, но хотелось бы лучше санузлы там надо отремонтировать, есть там работа. Остался у нас коридор, у нас очень большая проблема, потому что площадь очень большая, коридор у нас не отремонтирован, спонсора у нас нету, поэтому если кто желает еще нам помочь, мы будем очень благодарны. С мебелью нам помог наш примар Анастасов. У нас была старая мебель, он отреставрировал всю нашу мебель, все наши тумбочки, все наши стульчики, на которых сидят пациенты, и все столы. Исполком нам выделил 30 тысяч, мы отремонтировали 2 палаты. В одной палате, 7-я палата, там мы сделали плитку до потолка, чтобы можно было обрабатывать. Администрации был найден спонсор, который тоже нам отремонтировал палату. Тоже там были поменены окна, двери, спасибо им большое. И 2 палаты мы делали своими силами, это средства администрации нашей. У нас очень давно ремонта не было, и у нас палаты были в ужасающем состоянии. У нас были палаты, вообще стен не было, поэтому я думаю, что очень много средств ушли. Мы не спрашивали у спонсоров, какую сумму они как бы вложили в эти палаты, но видно было, что очень много ушло. И есть палата, где были поменены окна, двери. Там, конечно, сумма другая. Вот в первой палате спонсор нам установил даже бойлер, у нас есть там горячая вода. Поэтому разная стоимость во всех палатах, я так думаю.